Демек, чеші түрлі байлықлар ақында біз сонла фетір. Достар, ең бұйық байлық бұл сабадан уянмақ. Ве, әлбетте, спортнен оғрашмақ. Бір чоқ екімлер, алимлер, спорт, өлі идманчылары әр вақыт тәвсиетілер сабадан тұрып, бір қаш өлі спорт физик межгулетлеріні япмаға олар пек пайдалы олачақлар дейлер. Ве біз бұңа инанамыз. Чүнге керчіктен де ойле сабадан тұрып бір қаш өлі межгулетіні япып, біз керчіктен өзімізді яқшы доймаға баштаймыз. Ама бүгін өлі сабадан файдаламы жоқмы бөлі суалер берілмейчек. Біз да чоқ, енді спортнен бағылынacақмыз. Спорт ақында лайф көрсетежекміз. Себеп бар, келіңіз шымды бұны эштейік асында халқара олимпик кону. Де бөле байрам себебінден біздің студиямызда Ахмат Булат идманчы Ахмесжит шерінде спорт күреші бойынша президенті ве оның янында Нариман Асанов спортчы. Селям алейкум, саба шефлеріңіз қайырлы olsun. Алла разы olsun, селям алейкум. Насылсыз, әрші яқшы ма? Аллаха шүкір. Ахмат бей, как утро? Все нормально? Спортивные новости? С Международным олимпийским днем? Всех можно поздравить. Всех мусульман поздравляю с великим праздником нашим. Ну, то есть еще не праздник, еще держат ураза. Наши воспитанники, ну, 95% держат ураза. В том числе вот и Нариманчик держит ураза. У него 2 дня назад было день рождения. Ему исполнилось 12 лет, он у нас уже настоящий мужчина. Так, надо, наверное, в 12 лет что-то такое у нас что есть. Я на самом деле могу вот честно одну вещь сказать, Ахмат бей, я вот так подумал. Спортсмену, вот очень важно, наверное, какую-нибудь интересную книжку, да? Вот героическая повесть. Я вот думаю, она как никогда кстати будет. Алим ақында. Конечно, не Нариман ақында, но хайрлы яшлар olsun. Сауыныз. Машалла, 12 яш. Автограф тоже поставите? Автограф. Ну, ручку, после передачи. Ручку, после да. передачи. Обязательно поставим. И вы мне тоже на обратной стороне книги этот распишитесь тогда на память. Я сфотографирую. Все-таки, какие новости? Вот в Международный олимпийский день хотелось бы поговорить побольше о спорте, об олимпийских видах спорта. Ну, все-таки, что расскажете? Какие новости у вас? Новости у нас какие? То есть мы бы хотели начать наши новости с поздравления нашего олимпийского чемпиона. Конечно. Вот у него, да, 75-летие было. Нариманчик поздравления дел. То есть хотели бы повториться на телевидении. Еще раз ему передать поздравления, в принципе, составленное самими ребятами. Ага. Это какой-то текст, стихотворение? Ну, они и борцы у нас, и чтецы, то есть и занимаются. Нариманчик тоже вот, да, то есть отличник в школе. Ну, это хорошее, здоровое поколение растет. Угу. Демек, Нариман, стихотворение, это лично стихотворение поздравления Рустема Казакова, да? Да. Ну, тогда давай, мы все во внимании. Сборы, игры, тренировки, много нужно сил, сноровки. Нужно каждый день трудиться, чтоб мечте заветной сбыться. Поздравляем с днем рождения, сил, успехов и везения, достижений и побед. Рустем Ага, вам в спорте равных нет. Ого! Машалла, машалла, Нариманчик. Нариман, сразу такой скромный вопрос. А зачем ты вот сел и сразу голову так опустил, как будто стыдно стало? Ну, что такое? Немножко волнуешься, что ли? есть немножко. Рустем Ага уже этот вот как бы напротив не сидит. Рустем Ага сейчас дома, может, нас смотрит. Так сильно волноваться не надо, он тебя ругать не будет. Как вообще, давно вот занимаешься спортом? Да, вот уже 5-й год пойдет. 5-й год, так, 12 минус 5, 7 лет уже. В 7 лет пошел, да, значит? А сам вообще захотел спортом заниматься, ну, борьбой, да, вот? Да, понравилось там. Я, посмотрел Рустема Казакова, там, схватки, там смотрел борцов схватки, и захотелось мне что-то на борьбу пойти. Ну, то есть не родители, да, сам именно вот твое желание это было? Машалла, ну и как вообще первые свои вот эти тренировки, соревнования, помнишь? Да, помню, получалось. Вот у нас был турнир братьев Аблаевым, там по курешу я 2-м стал.
А по борьбе там как бы проиграл. Не получилось. Проиграл, Да. это вообще проиграл, что ли? Да. А ничего Не в страшного. призах, не в призах просто. Не в призовых, поэтому, да, сразу проигрыш, они говорят. То есть главное, да, все-таки для борца, это для любого спортсмена, я так понимаю, первая тройка, да, или даже Ну, у золото. нас этот турнир, который мы проводим, сейчас 4-й турнир провели, братьев Аблаевых. Ну, для такого подрастающего поколения это как чемпионат мира. То есть у них идет отчет, сколько они выиграли, когда выиграли. То есть, потому что, ну, самый массовый турнир в этом году. 310 участников у нас было. На первом турнире мы 780 участников собрали. О. То есть вот сейчас как бы к 5-летию готовимся, начинаем. Ну, Кысмет олса, то есть как бы удастся ли нам финансово выйти на международный уровень. То есть есть такие предпосылки, что сделаем международный турнир в честь 5-летия. Иншаллах, давайте будем ждать, надеемся, что все получится. Пожалуйста. И 5-летие, я так понимаю, это в следующем году? Да, следующий год. В каких месяцах мы это будем ждать, наверное? Март. В марте месяце, интересно. А вы сказали, что Нариман вообще чемпионское звание уже какое-то заслужил, какое-то чемпионское звание. Чемпион города Симферополя, многократные турниры выиграл. По их возрастам еще чемпионат Крыма не проходил. Ну, то есть это наша восходящая каменская надежда. Может быть, и станет и олимпийской надеждой. Потому что у ребенка все предпосылки к этому есть. Самое главное, у него есть желание. Тренировки не пропускает, зарядки не пропускает. Кроссы бежит первый, обгоняет даже и старших. Подтягивается 30-40 раз с одного раза, да, физически очень готовый, морально готовый. Осталось технически поднабраться, то есть, ну и чтоб на его... Ну и лет 6-8, да, еще подождать придется. Еще придется отпахать, да, он в этом году ездил там в санаторий, там искупался в море неудачно и поймал инфекцию, и проболел, и все, больше он в эти лагеря не ездит, только спортивные. Запомнил, да? Ошибку совершил, да, значит, все. Исправляться будешь, да, значит? Буду. А вообще, тренировки тяжелые? Тренировки, ну, иногда бывают тяжелые, иногда, легкие. Да. Смотря как день удался. Тренер как? Нормально относится? Да. Слушаешься? Слушаюсь. Да, не бывает такое, что не послушался? Нет, не бывает. Машалла, машалла, на самом деле, вот хорошее, действительно, вот как вы говорите, хорошее подрастающее поколение сейчас в Каменке, да, и действительно вот результатами они нас всегда радуют. А вообще, в последнее время турниры возили ли ребят куда-то? Взрослые наши приехали с чемпионата России, прошли подготовительный сбор в Алуште. Очень хорошее выступление, наши ребята показали себя. Скажем так, ребята себя показали, пока мы еще судьи наши слабы. То есть Наши местные судьи? ну, то есть, как бы, прямо скажу, Тимиров, Сулейманов у нас забрали 2 медали. Ага. Спортсменов они выиграли, судей победить не смогли. То есть нечестность, Ну, да, не присутствовала? в этом дело, то есть это спорт, это всегда каждый свое болото хвалит, что наш все равно лучше. Но для нас самое главное, что их зачислили кандидатами в сборную России, то есть они будут привлечены к сборам, ну и там покажет, кто сильнее на самом деле. То есть вот у нас 2 реальных претендентов, это Тимиров и Сулейманов среди взрослых. А сборная России, я так понимаю, это уже олимпийская сборная? Конечно, конечно. Да. То есть, А вообще вот на Олимпиаду выдвигается же определенное количество спортсменов, то есть 1-2 в определенной категории или нет? Не, лицензию надо выиграть, чтобы страна выиграла лицензию. Лицензию выигрывают на чемпионате мира, там первые 5 мест. Чемпионат Европы, первых 3 места. И еще присутствуют 3 турнира класса А. То есть выигрывает страна лицензию, и в этой весовой категории, то есть не тот, кто захочет. То есть на Олимпиаде слабых нету.
скажем так. То есть они обязательная уже победа. международный отбор проходит, и весовой категории строго 32 человека, не больше, потому что борьба будет идти очень и очень долго, если будет больше. Ну, то есть вот такой регламент. Мгм. Ну, серьезный уровень. Но, я так понимаю, Олимпиада еще не скоро. Летняя Олимпиада. Это, если я не ошибаюсь, в 2020, да, уже? Да. У нас вот как бы в нашем, ну, на мой взгляд, скажем, далеко не буду заходить, это Сефершаев, Мгм. чемпионом России стал среди молодежи, вот, ну, буквально 3 недели назад. Да, конечно. Привез золото, вообще, ну, то есть восходящая звезда наша. И вот Темиров и Сулейманов, то есть подтвердили, что они в составе лучших. Мгм. Ну, это самое главное. Про ближайшие мероприятия, турниры. Ближайшие мероприятия сейчас Хсмет Улса ребята додержат Ураза, Байрам, то есть. И на это лето большие ставки, то есть трехразовые тренировки, сборы, подготовка для подрастающего поколения. В этом году будет уже 2002-2004 год обкатываться. То есть чемпионаты Крыма, чемпионаты России пойдет. И все, как всегда, 2 раза чемпионат России, 4 раза чемпионаты Крыма. То есть все с сентября месяца. То есть на лето, летние лагеря. Кстати, а вот о летних лагерях. Вот мне просто интересно стало, чем они отличаются от тех, к которым мы привыкли. То есть вот эти летние лагеря в каких-то санаториях, да, детские вот эти лагеря. Чем отличаются ваши лагеря? Ну, я один раз в жизни был сам в пионерском лагере еще в Советском Союзе. Ну, то есть равняясь смирно, там завтрак, Да. обед, ужин и массовка. У нас вместо массовки вечерняя тренировка, вместо равняясь смирно зарядка и, то есть, стандартная обеденная тренировка. То есть 3 раза в день ребята тренируются, усиленное питание, питание в 3 раза больше, чем в обычном. То есть они набирают вес, раскачиваются, накачиваются, загорают, купаются. Ну, то есть вот так вот оздоравливаются. Мгм. Нариман, ты в лагере уже был спортивным или нет еще? Был. Ну и как тебе? Понравилось. Разница есть между обычным лагерем и спортивным? Да. Как вообще? Большая. Ну, там за тобой следят в спортивном лагере. А там не очень, там хоть можешь отравиться, можешь какое-то заболевание. Ага, уже, я смотрю, уже все, да, навсегда осталось в памяти все. А вообще, вот у тебя какая цель? Вот Ахмадбей сказал, ты хочешь стать олимпийским чемпионом. Да. Но ведь много кто хочет стать олимпийским чемпионом. Ну, я стремлюсь, иду к цели. Мгм. Вот бывает такое, что вот с уроков сбегаешь только чтобы ради тренировки? Или у вас как вот? Нет, я успеваю и на тренировку, и в школе, и... Так, У нас прекрасные условия в школе. То есть хороший руководитель конечно. Вильян Энверович. То есть спорт поддерживает по полной программе. То есть спортсменам есть кое-какие там скачухи, скажем так, мягко говоря. То есть их не заставляют там работать сильно. Их задача ездить, привозить медали, трудиться. То есть они Учиться. лидеры в своих классах. То есть у нас хорошая секция бокса, тайквондо и борьбы. Сейчас девочка 2-я стала на чемпионат России По борьбе? по тайквондо. Фуф. Привезла медаль. То есть, ну вот, всеобщая наша радость. Мгм. Она то есть, ну вообще достойная девочка, Фера. То есть, ну, советую пригласить их тоже. То есть, красавцы вообще. Ну, я, наверное, эту ношу передам своим коллегам, соведущим, девочкам, чтобы девочки, как бы, они, возможно, перетянули наших в спорт. Возможно, мне кажется, у наших тоже обязательно получится. Они у нас просто боевые. Там еще Характер у них. 2 девочки-двойняшки. Одна танцует, а другая занимается тайквондо. То есть, ну, с первого Одну взгляда другую не отличишь. Иногда, наверное, бывает. А, то есть вы сами того не знаете. Хорошо. Ну,
В конце нашей беседы, Ахматбей, все-таки уже много чего услышали. На самом деле, очень много нового для себя сегодня уже открыл. Значит, и девочки-спортсменки тоже есть. Это самое главное. Среди них крымские татарки. Это вообще самое главное. Я надеюсь, скоро и в сборной России, и вообще на Олимпиаде не только наши мужчины-спортсмены будут, но и девушки тоже будут. Мы этого тоже ждем. В конце беседы, чего бы вы хотели пожелать телезрителям в этот замечательный Международный Олимпийский день? Добра, в первую очередь, чтобы мирное небо у нас было. И чтобы детишки жили, радовались, трудились. Не обязательно всем стать олимпийскими чемпионами. Но спортивное воспитание, то есть им в жизни очень-очень сильно пригодится. То есть отдавайте детей в спорт. У нас бесплатные секции. И поддерживает государство сейчас неплохо. И форму выдает, и все. То есть для детей есть интерес. Много городов увидят, много где поездят. То есть свой кругозор жизненный откроют. Угу. То есть вот так вот. Хорошо. Нариман, чего бы хотел пожелать зрителям или своим ровесникам? Здоровья, чтобы много трудились, чтобы было мирное небо, да, у всех над головой. И добра. Это самое главное. Ну, а мы чего можем пожелать вам? Ну, конечно же, дальнейшего продвижения, успехов дальнейших, чтобы еще больше чемпионов под вашим руководством, да, становилось больше чемпионов, больше крымских татар. Обязательно надеемся, что еще наши жители Крыма привезут золото с Олимпиады. Это будет, наверное, лучшее, да, что вот о чем можно Хисмет Олса. мечтать. Да, Хисмет Олса. После Рустема Казакова хотелось бы еще больше золота. Ну, Нариман, еще раз, хайырлы ашлар олсын. Сауңыз. Чтобы у тебя тоже побольше успехов, побольше побед. Это самое главное. Çok sağ olunuz bugün kelgeniniz için. Biz sizni daha bekleyecekmiz. Yangi galibelerinin, yangi galipçilerinin ve çempionlarının. Dostlar, bizim yayınımız ise devam etti. Daha bir kere hatırlatam. Bizde stüdyamızda idmançı Ahmatbey Bulat bulunğaydı ve onun yanında sportçu Nariman Asanov. Bizim yayınımız ise devam etti.